столице региона началось тестирование первого комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием солнечных панелей. В системе разбирался Александр Зубехин. До 2024 года в 2 раза должны снизиться количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах и смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Применение именно автоматизированных комплексов положительно складывается именно на дорожно-транспортное происшествие, именно снижение дорожно-транспортных происшествий. ДТП происходит вне населенных пунктов, применением именно солнечных панелей, именно для комплексов фото-видеофиксации, будет эффективнее. В экстремально низких температурах комплекс испытывается впервые. Альтернативный источник питания сможет обеспечить автономную работу камер фото-видеофиксации в местах, где отсутствуют электросети. Комплекс работает в ночное время от аккумуляторной батареи, в дневное время солнечная панель подзаряжает эту аккумуляторную батарею. Таким образом, комплекс фото-видеофиксации работает беспрерывно в течение суток. Наличие прямых попаданий лучей солнца не обязательно. Нам достаточно использования светового дня. Основные причины аварии – это нарушение скоростного режима в местах, где не проложены электросети. Поэтому солнечные панели вместе с комплексами установят на федеральных автомобильных дорогах Лена, Колыма и Вилюй. Именно на этих трассах за последнее время увеличилось количество ДТП со смертельным исходом. В прошлом году было 149 дорожно-транспортных происшествий, 54 погибших, да, это в федеральных автомобильных дорогах. Рост идет в порядке 30% у нас по погибшим. Поэтому в этом году решается вопрос установки на федеральных дорогах автоматизированных комплексов. 25 января будут сняты итоговые показатели комплекса с использованием солнечных панелей. Если испытания пройдут успешно, 21 прибор закупят и установят уже в этом году. Александр Зубехин, Илья Сыромятников, Якутск.